Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Тема нашего урока – почему надо охранять природу. Сегодня вы научитесь извлекать информацию из различных источников, словарей, справочников, энциклопедий, интернет-ресурсов, инфографики. Вы сможете на основе прослушанного, прочитанного, увиденного писать краткий текст с помощью учителя. Ребята, наш урок пройдет под девизом «Сохраним природу вместе». А вот как сохранить природу для будущего поколения? Что для этого нужно сделать? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны выполнить несколько заданий. Задание номер 1. Ребята, создайте кластер, отвечая на вопрос, что дает природа человеку. Под картинкой есть слова-подсказки, которые могут вам помочь в составлении кластера. Поставьте видео на паузу и выполните задание в тетради. Надеюсь, вы все справились с этим заданием. Давайте посмотрим, что должно было получиться. Природа дает человеку воздух, воду, пищу, солнце, отдых и красоту. Действительно, солнце дает нам тепло, мы любим дышать свежим воздухом, любим пить чистую воду, отдыхать на природе, любоваться ее красотой и собирать ее плоды. За все это мы говорим природе спасибо. Ребята, а как вы думаете, а что человек может дать природе? А чтобы ответить на этот вопрос, давайте выполним задание номер 2. Ребята, давайте прочитаем вместе текст и ответим на вопросы. Клад на дне. Однажды ученые исследовали дно речки. На участке дна длиной 2 километра они нашли 7 железных плит, 8 больших труб, 10 метров проволоки, 12 санок, 22 кастрюли, 2000 разбитых стеклянных и консервных банок и много другого мусора. А теперь давайте ответим на вопросы по тексту. Что нашли ученые на дне реки? Правильно, 7 железных плит, 8 больших труб, 10 метров проволоки, 12 санок, 22 кастрюли, 2000 разбитых стеклянных и консервных банок и много другого мусора. Кто засорил дно? Верно, люди. Определите по контексту значение слова «клад». Клад здесь в значении «много мусора на дне реки». Действительно, ребята, то, что нашли на дне реки, это отходы, мусор. Но если мы откроем толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова, то прочитаем такую статью. Клад – это зарытые, спрятанные где-нибудь ценности. А то, что нашли на дне реки, ребята, это мы можем назвать ценным? Конечно, нет. Такой находке люди не будут рады. Но, к сожалению, отношение людей к природе было не всегда бережное, в результате чего погибло и исчезло много разных видов животных, растений, птиц и рыб. На данный момент люди поняли, что надо защищать, беречь и любить, охранять природу. Так появились Красная книга и Черная книга. Ребята, а что вы знаете про эти книги? Молодцы! В Красной книге записаны редкие и угрожающие исчезновению виды животных, птиц, растений. А в Черной книге записаны виды животных, растений и птиц, которые исчезли с планеты Земля. Если вас заинтересовала эта информация, то внизу есть ссылки на них.
Про Красную книгу вы знаете, ребята. Сейчас я вам предлагаю пройтись по страницам Черной книги. Морская корова. Это огромное животное имело длину тела 10 метров, вес 4 тонны. Оно питалось водорослями. Людям понравилось его вкусное мясо, а из шкуры они делали лодки. Родригесов попугай. Длина тела 50 сантиметров. Он имел яркие красивые перья. Люди охотились на попугаев из-за этих красивых перьев. Золотая лягушка. Это маленькое животное имело длину тела 5 сантиметров и ярко-оранжевую окраску. Люди ловили этих лягушек для аквариумов. Этих животных и птиц больше нет на планете Земля. Из страниц Черной книги вы узнали об исчезнувших видах животных и птиц. Так почему же их больше нет на планете Земля? Да, верно. Люди охотились и использовали их в личных целях. Это надо остановить. Ребята, пришло время оценить свою работу на уроке. Сегодня был поставлен вопрос, почему мы должны охранять природу. Сегодня мы с вами составили кластер, прочитали текст, ответили на вопросы, познакомились с Красной книгой и Черной книгой, полистали страницы Черной книги. И теперь пора сделать вывод. Человека окружает природа. Она его кормит, поет, одевает. Поэтому человек должен любить и охранять природу. Ребята, если было все понятно на уроке, поставьте на полях своей тетради восклицательный знак. Если остались какие-то вопросы, поставьте вопросительный знак. Если надо что-то вспомнить, повторить, поставьте многоточие. Домашнее задание. Найдите в интернете информацию об одном-двух исчезнувших видах животных Казахстана. Напишите об одном из них краткую информацию. Ребята, спасибо вам за активное участие на уроке. До свидания, до новых встреч!